форум, который прошел в Европарламенте 31 января. Вот в общих чертах описать цели, задачи и перспективы этого форума. И как ты сам оцениваешь прошедший форум? Allah Resхал. Так, так как вопрос поставлен на русском языке, я, наверное, буду отвечать на русском языке. И что такое, что за мероприятие проходило в Брюсселе 31 января в этом году? Форум под названием «Форум свободного народа в России». Это форум начал свою работу практически 7-8 месяцев назад, по-моему, первый форум. Я не участвовал в первом, но со второго форума мы участвуем там, потому что когда мне предложили участие и подписание документа о демонтаже российского государства, в этом документе одним из пунктов стоял вопрос о контрибуции со стороны России государством, попавшим под российскую оккупацию, и страны, и государства, и народы, которые являются жертвами российской агрессии. Это была Молдова, была Грузия, была Украина, и четвертая была Чеченская республика Ичкерия. Ознакомившись с вот этой декларацией, обсудив этот вопрос на заседании Государственного комитета деоккупации, мы приняли решение, что мы будем участвовать в этом процессе. И перед тем, как вообще дать свое согласие, у нас были консультации и с украинской стороной. Я, в принципе, для себя до конца выяснил, что это такое и какие перспективы имеет этот форум. И несколько дней назад мы стали свидетелями. Форум, который начинался где-то в Гданске, в Польше, он в конечном итоге, пятый форум проходил в Европарламенте в Брюсселе. И самое главное, что была принята декларация о выходе народов, которые находятся в колониальной зависимости. И я думаю, что самое, наверное, неожиданное для всех это было то, что Ингушетия и Государственный национальный комитет независимости Ингушетии и один из представителей этого комитета выступили на этом форуме, заявив о праве ингушского народа на свою независимость и на свою государственность. Я думаю, что те, кто наблюдали за этими процессами в прошлом, они знают, кто был представлен. И Ростовская область, там Донское казачество, Краснодарский край, кубанские казаки, Сибири. Там очень много представителей, которые заявили. То есть по той первой схеме и по первой карте, которая была представлена на этом форуме, это было на месте сегодняшней Российской империи появляется 35 государственных образований. Да, этих вопросов были очень много было скептиков, которые считали и считают, что это ничто иное, как попытка просто дестабилизировать ситуацию в России и тем самым хотя бы каким-то образом навредить существующему режиму. Ну, что руководство России и сама Россия, это для них это как комариный укус и не более. Но я хочу вас заверить, что сам факт обсуждения вопроса о деколонизации Российской империи в Европейском Союзе, в Европарламенте, при участии высокопоставленных европейских чиновников, это уже совершенно другой антураж вот всему, что происходит. Это уже другой подход. И ввиду того, что следующий форум намечен еще даже более болезненном для России стране, я не буду это раньше времени озвучивать до тех пор, пока сами организаторы об этом не заявят, но это показатель того, что сегодня за этим форумом очень серьезно следят, за этим форумом стоят определенные политические силы, которые сегодня пытаются уже в ходе вот этой войны уже пытаются найти решение поствоенного периода на территории России, что там должно быть и как это должно все происходить. И поэтому я считаю, что этот форум играет, уже можно сказать, играет огромное значение, потому что сегодня есть
страны, которые поддерживают этот проект, поддерживают сам принцип обсуждения этого вопроса и саму идею о демонтаже России или трансформации России в какое-то другое государственное образование. Поэтому я считаю, что наше участие, в частности, как председателя правительства Чеченской Республики Ичкерия в этом форуме, это имеет и для нас огромное значение. Мы не являемся сторонними наблюдателями тех процессов, которые напрямую будут касаться нас. То есть демонтаж Российской империи, он в первую очередь коснется и нас. И мы уже должны закладывать свои интересы в проектах, которые появятся после России после распада, потому что мы уже должны думать о том, что кто будет выплачивать компенсацию, кто будет выплачивать контрибуцию. Да, виновные, те, кто останутся живы, они предстанут перед военным трибуналом, военные преступники. Те, кто, если не доживет до этого дня, они в любом случае должны пройти, вот в мировой практике такого понимания нет, но в национальном трибунале они должны пойти через осуждение, если даже мы не можем их судить, но мы можем заявлять о тех преступлениях, которые были совершены, и озвучивать эти преступления. И поэтому все эти вопросы нас касаются напрямую, несмотря на то, что мы себя сегодня не идентифицируем как часть России, и мы были туда приглашены именно как независимое государство, и все докладчики, все выступающие именно подчеркивали это. И, по-моему, Шамиль Албаков, ты был свидетелем этого, и ты помнишь, как каждый почти выступающий или апеллировал лично ко мне, или же говорил о Чеченской Республике Ичкерия. То есть мы там не были на задворках, и мы не были. Мы, в принципе, занимаем позицию, и мы сегодня определяем направление работы этого форума. Я подтверждаю, что действительно на этом форуме после вот главной темы, которая была вокруг Украины, второй темой сразу шла Чеченская Республика Ичкерия, геноцид, который был, значит, проведен над народом в Чеченской Республике Ичкерия, агрессия. Почти каждый участник, будь это эксперты из США, будь это депутаты Европарламента или представители тех или иных народов, почти каждый из них ссылался, значит, на правительство Чеченской Республики Ичкерия за рубежом, на слова Ахмеда Закаева, на все вот что творилось тогда, значит, во время агрессии против нашего государства. И каждый как-то старался, можно сказать, связать себя и с Украиной, и с чеченской трагедией. И это было вот прям очевидно, вот прям прослеживалось на протяжении всего этого форума. Это говорит о том, что если вчера какие-то, значит, представители народа в России рассматривали нас террористами, сепаратистами, там, то сегодня появились люди, которые в этих же народах, в этих же территориях хотят выставить себя или подчеркнуть, что они не причастны были к этой агрессии, что они не причастны были к этому геноциду, даже как-то помогали и так далее.